Покровске состоялась встреча ветеранов некогда процветающего завода строительных материалов, славившегося своими кирпичами. Завод уже не существует, но память о нем жива вместе с его бывшими работниками, рассказывает Виолетта Засимова. Этот вечер должны были провести еще 2 года назад, на 75-летие, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Ветераны Покровского завода строительных материалов встретились и погрузились в воспоминания, а власти предприятия города выразили свое уважение и благодарность. Он в 1937 году до войны открылся и стал флагманом строительства, вот развития строительства, да. И вот эти кирпичи славились и пользовались очень большим успехом. Стояли огромная очередь машин у ворот завода. И из этих кирпичей на сегодняшний день качественный кирпич. И вот эти печки, которые сегодня стоят в наших частных домах на селе, они полностью, в общем-то, вот из этого кирпича сделаны, нашего завода. Завод поначалу именовался государственным кирпичным, уже позже ему дали название Покровский завод строительных материалов. Становление завода сопровождалось множеством трудностей. С началом регулярного выпуска кирпича в республике началось интенсивное возведение каменных домов вместо невзрачных деревянных домишек. На протяжении моей трудовой деятельности у меня в моей жизни было 3 завода. Вот это Покровский завод строительных материалов, где прошла путь от мастера цеха до главного специалиста. Колбасарский завод ЖБИ. И сейчас я работаю на соседнем Массоголовском цементном заводе. На Покровском заводе я встретила свою любовь, мужа Воробьева Николая Александровича. Сегодня, хоть и завод давно закрыт, потомки славных трудовых династий Черняк, Явкиных, Раоо, Шамне, Удовиченко, Воробьевых и многих других продолжают жить и работать во имя процветания города Покровска. Виолетта Засимова, Александр Ярков, НВК «Саха», Хангаласский улус.